Дорогие земляки, уважаемые участники, приветствую всех вас на торжественном историческом мероприятии. В историческом парке «Россия. Моя история» происходит, по сути, историческое событие. Мы презентуем вам книгу выдающегося ученого-богослова дагестанского шейха Джамаладдина Казикумухского. Книга называется «Этика, угодная Творцу». И по традиции мы подобные мероприятия начинаем с чтения аятов Священного Корана. Я приглашаю к микрофону муэдзина центральной джума мечети Шамиля Нурдинова. Пожалуйста, Шамиль. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Друзья, у нас радостное событие. Где ваши бурные аплодисменты? Мы же не на поминки собрались. У нас реально историческое событие сейчас происходит. И здесь собрались не только лакцы, а те, кто не смог стать лакцами или любят лакцев хотя бы, да? Поэтому мы гордимся тем, что сегодня здесь происходит. Это на самом деле очень... Но мы по праву сможем оценить только ближе к концу мероприятия, куда мы собрались. Почему? Потому что тот, кто уже взял в руки эту книгу и прочитал хотя бы то, что написано здесь сзади, здесь что написано? Что эта книга, во-первых, это один из самых серьезных трудов шейха Джамаладдина Казикумухского у вас в руках на русском языке. Во-вторых, здесь написано, что посвящена важнейшим морально-этическим нормам. Что важнее этого является в жизни? Почему? Потому что именно морально-этические нормы помогают человеку найти духовное совершенство и приблизиться ко Всевышнему. Вот это одной книги достаточно. И в этой книге говорится о том, что путей, наставлений, методов очень много. Но в данной книге приведены самые важные. Если будешь следовать тому, что написано вот в этой книге, этого будет достаточно. То есть есть конкретный ключ. Вот эта тонкая книжка. Прочитаешь, будешь следовать, все будет классно. Вот там они на столе, их можно, наверное, взять, да, организаторы?
Да, их можно взять, поэтому не стесняйтесь, когда будете выходить, обязательно возьмите. Я на одном дыхании 30 страниц прочитал, просто не отрываясь. То, что нужно было начинать мероприятие, пришлось отложить книжку. Итак, ну, приглашаю. У нас сегодня программа интересная. У нас подготовили организаторы видеоролики, касающиеся жизнедеятельности, в целом о лакцах. Очень интересная информация, полезная будет. И также выступления ученых-богословов, именитых лакцев. И начнем с учетом того, что сегодняшнее мероприятие организовано Муфтиатом Республики Дагестан. Я бы хотел пригласить для приветствия полномочного представителя Муфтиата Республики Дагестан в горном территориальном округе. Это Разаков Алиасхаб Магомедович. Под ваши бурные аплодисменты. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Уважаемые алимы, уважаемые братья, сестры, в первую очередь хочу поприветствовать всех наилучшим приветствием от имени муфтия нашей республики шейха Ахмада Афанди. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Пожелать всем мира, добра, благополучия, чтобы Аллах Всевышний принял все наши благодеяния, приумножил их многократно, чтобы Аллах Всевышний защитил нас, наших родных от всего плохого. Пусть Аллах Всевышний простит нам все наши грехи, грехи наших родителей, родных и близких. Аминь. Альхамдулилля, безграничная хвала Всевышнему Аллаху за то, что Всевышний Аллах наделил нас религией ислам. Ислам – религия, которая призывает нас, чтобы мы любили друг друга, уважали и поддерживали. Безграничная хвала Всевышнему Аллаху за то, что Аллах Всевышний сделал нас из числа уммата пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Также мы благодарим Всевышнего Аллаха за то, что Аллах Всевышний сделал нас братьями по вере. Когда ведущий представил полномочный представитель горного округа, у нас в горный округ входит 17 районов. Это 13 аварских районов. Также у нас есть Акушинский и Левашинский районы. Там живут представители даргинского народа. И также у нас в горном округе есть Лакский район и Кулинский район. И муфти Ахмад Афанди Кудиса Сиру всегда, когда посещаешь его, периодически спрашивает про Лакские районы, как там проживают люди, какую работу они ведут. И вот так переживает. И мы, альхамдулилля, большую часть времени стараемся уделять, посещать Лакские районы. Почему? Потому что вот сегодня мы здесь собрались, и мы благодарим Всевышнего Аллаха за то, что у нас были такие предки, хоть и Джамалуддин Казикумовский, и Сайфулла Кади, и другие наши выдающиеся алимы, ученые, нету среди нас сегодня, но они оставили свои труды, свои наследия, и читая эти труды, мы понимаем, как они переживали за народ, и как они хотели, чтобы мы сегодня придерживались религии ислам, укрепляли братские узы и очищали свой нафс. Пусть Аллах Всевышний нам всем поможет, всем мира и добра. Вассаляму алейкум ва рахматуллах. Мы сделали Алиасхабу Хаджи сюрприз, он не знал, что будет выступать. Но смотрите, как вот человек, когда не знает, что говорить, всегда говорит самые важные вещи. Поэтому еще раз ваши бурные аплодисменты. Друзья, к нам должен был прийти, также принять участие в сегодняшнем мероприятии министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Руслан Султанов, но по объективным причинам он не смог, но направил своего советника. Это Гаджиев Гаджи Цахаевич. Давайте его поприветствуем, пригласим микрофона. Салам алейкум, дорогие друзья, братья. Очень приятно сегодня присутствовать на таком значимом мероприятии. Это на самом деле историческое мероприятие. К сожалению, как уже
озвучили. Гаджи Русланович очень сильно хотел присутствовать, но по объективным причинам у него не получилось сегодня присутствовать. И он делегировал меня и попросил, чтобы я зачитал слова благодарности и приветствия. Если можно, я их зачитаю. Уважаемые гости, коллеги, друзья, сегодня мы говорим о фигуре, чье значение для нашего духовного и интеллектуального наследия невозможно переоценить. Мы собрались, чтобы почтить память шейха Джамалуддина Казикумусского, не только как исторического деятеля, но прежде всего как ученого, богослова и наставника, чьи научные труды стали бесценным достоянием для потомков. В центре нашего внимания сегодня это научные наследия, труды по исламскому праву и догматике. Эта научная деятельность была неотделима от роли учителя. Он воспитал целую плеяду ученых и духовных лидеров, самым ярким из которых стал имам Шамиль. Шейх Джамалуддин создал эффективную систему передачи знаний, где глубокое значение текстов сочеталось с личным духовным примером и наставничеством. Его медресе стало центром притяжения для ищущих знаний со всего Кавказа. Его многочисленные письма и послания к правителям, ученым и общинам – это не только исторические документы, но и образцы блестящей риторики и аргументации. Он обращал свою ученость на служение обществу, отвечая на самые насущие вызовы эпохи: обобщенность, утраты нравственных ориентиров, поисков твердой основы для общественной жизни. Его сила была в том, что он находил ответы вечной мудрости Корана и Сунны. Изучая его труды, сегодня мы прикасаемся к классической исламской мысли в ее кавказском изводе, живой, строгой и ориентированной на создание личности и общества. Я искренне благодарю всех, чьими усилиями эта память сегодня обретает новый голос. Пусть знакомство с научным миром шейха Джамалуддина Казикумусского получит для всех нас вдохновением в поисках знаний, глубины и духовности истины. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Наши наилучшие пожелания Гаджи Руслановичу и выражаем благодарность, что вы приняли участие в нашем сегодняшнем мероприятии. Друзья, вместе с нами и председатель собрания депутатов города Махачкалы Марис Сираждинович Илясов. Давайте его поприветствуем и также пригласим. Да, у нас сегодня такие спонтанные решения, поэтому я думаю, вам всегда есть что сказать, тем более по такому историческому событию. Салам алейкум. Я уже 2 месяца как не председатель. Уже избрали другого председателя. Мой срок закончился. Я депутат городского собрания города Махачкалы. Это такая ремарка. Также для меня неожиданно, что слово дали. Не готовился. Но скажу от души, очень приятно здесь находиться. Спасибо, что в такой холодный день, ветреный день вы пришли на открытие нашей книги «Этика, угодная Творцу». Конечно, Джамалуддин Казикумусский – это легенда, это человек, которого знает весь Северный Кавказ, весь исламский мир. Все мы гордимся нашим земляком, его творчеством. Он является примером для всех нас, для подрастающих поколений. Вот эти книги, которые издаются сегодня, это тоже пример того, что эта книга должна быть у нас у всех на столе для наших детей. Мы должны ее читать, каждый день перелистывать, все время давать своему мозгу, своей голове новые знания. Это для нас очень нужно, очень важно. Спасибо всем, кто причастен к этому. Мухаммед Майранов, тебе огромное спасибо за то, что ты делаешь в распространении ислама, религии. Для Дагестана и, конечно, для нас, для лакского народа ты делаешь огромную работу. Тебе огромное спасибо за то, что нас приглашаешь, не оставляешь в покое. С утра звонишь, пишешь смс-ки, приходи. Поэтому тебе огромное спасибо всем. Уверен, что сегодня мы проведем хорошее мероприятие, хорошее время, получим знания глубокие, еще очередные. Все, что нам нужно сегодня, конечно, это знание, это религия, это любовь друг к другу, к ближнему. И, конечно, эта книга именно об этом. Всем спасибо.
Наверное, мы все будем благодарны этому человеку и его команде. Почему? Потому что очень долгие годы наследие дагестанских ученых, оно было доступно только узкому кругу, то есть только тем, кто понимал арабский язык. Вот если прямо говорить. Благодаря команде этого человека и отделу науки муфтията сегодня огромное количество трудов дагестанских ученых-богословов, которые жили в разные времена, стали доступными широкой массе. Вот это отдельная благодарность им, пусть Всевышний всегда им во всех их делах помогает. Их труды, безусловно, можно и нужно использовать в духовно-нравственном воспитании нашего подрастающего поколения. И я приглашаю к микрофону руководителя отдела науки муфтията Республики Дагестан, человек, который непосредственно занимался переводом этого издания, это Гаджиев Мухаммад Пахрудинович, под ваши бурные аплодисменты. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Приветствую вас, уважаемые участники данного благословенного мероприятия. В том, что этот наш маджлис является баракатным, благословенным, у нас нет никаких сомнений, ибо ученые-богословы пишут «Инда зикри салихин татаназзалу рахма». При упоминании праведников не сходит милость Всевышнего Аллаха. Досточтимый шейх Джамалдин Казикумовский, несомненно, был таким праведным рабом Всевышнего Аллаха, даже главой праведников своего времени, да будет свята его душа. Так как более подробно с жизнью и деятельностью досточтимого шейха можно будет ознакомиться в самой презентуемой сегодня книге, мы остановимся на некоторых достоинствах благословенного шейха, которых приводят ученые-богословы, а затем и поведаем немного о творчестве шейха, в частности, затронем самый главный его труд «Аль-Адаб аль-Мардия», которая вышла в русском переводе как «Этика, угодная Творцу». Итак, шейх Джамалдин Казикумовский, он был потомком посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. Его благословенное родословно восходит к Хусейну, который являлся сыном Али ибн Аби Талиба, 4-го праведного халифа, и Фатимы аз-Захры, дочери посланника Аллаха, алейхиссалату вассалам. И именно поэтому к его имени добавляют в литературе, везде в трактатах, вы увидите, к его имени добавляют почетный титул Ас-Саид или же Ниспа аль-Хусайни, что означает, что он относится к роду пророка, алейхиссалату вассалам. Шейх Джамалдин Казикумовский был выдающимся ученым-богословом. Об этом свидетельствует и высказывания ученых-богословов, и сама жизнь и деятельность шейха, и творческое наследие, которое он оставил после себя. Далее, он был совершенным шейхом накшбандийской и кадирийской ветвей суфизма. Шейх Джамалдин был духовным преемником 3 наставников. Первый – это шейх Мухаммад аль-Яраги. В одном из своих писем шейх Джамалдин отмечает, что он принес искреннее раскаяние и вступил под духовное наставничество шейха Мухаммада Иракского в доме последнего в первую ночь месяца Рамадан 1241 года по мусульманскому летоисчислению. Это соответствует 8 апреля 1826 года по григорианскому календарю. То есть тогда ему было около 38 лет. И в том же году, обратите внимание, в том же 1826 году шейх Джамалдин Казикумовский получил от шейха Мухаммада Иракского официальное разрешение иджазу, которое позволяет ему заниматься духовным наставничеством людей в накшбандийском тарикате. То есть шейх Мухаммад Иракский за короткий срок, буквально за несколько месяцев, довел шейха Джамалдина до совершенства и возвел его в ранг духовного наставника. В то же самое время это указывает на великое достоинство шейха Казикумовского. Почему? Потому что это свидетельствует о том, что шейх Джамалдин Казикумовский обладал соответствующей духовной подготовленностью. За короткий срок стал шейхом, наставником. Далее, шейх Джамалдин Казикумовский имел официальное право на наставничество в накшбандийском тарикате и от Ас-Саида Таха аль-Халиди ан-Накшабанди ан-Нахри. Таха аль-Халиди, он был потомком, прямым потомком популярнейшего наставника во всем мусульманском мире, султана богопознавших шейха Абдул-Кадира аль-Джилани. И эта инвеститура шейха Джамалдина Казикумовского тоже сохранилась до сих пор. Помимо этого, шейх Джамалдин имел право на наставничество и в кадирийском тарикате, которое передал ему совершенный шейх Ибрахим аль-Кадири. Об этом повествует
в своем агеографическом труде Табакату Хаджикан известный дагестанский шейх Шуайб Афанди Аль-Багини. Довольно подробно. Далее, шейх Джамалдин Казакумовский Куддиса Сиру был духовным наставником великих имамов Гази Мухаммада и Шамиля, как об этом пишет сам сын шейха Джамалдина Абдурахман. Особенно шейх Джамалдин дал духовное воспитание имаму Шамилю, воспитав в нем выдающегося предводителя мусульман. А дочь Джамалдина Захидат стала женой имама Шамиля. Далее, шейх Шуайб Афанди после приведения некоторых достоинств шейха Джамалдина и истории его кончины в своем труде пишет, что у совершенного шейха, достойного Зуль Джанахайн, шейха Джамалдина, имеется такое множество достоинств, что невозможно всех описать. Званием Зуль Джанахайн, что буквально переводится как обладатель двух крыльев, да, в суфизме принято величать шейха, который достиг великой, высокой степени святости и совершенства аль-вилаятуль улья. Шейх Джамалдин Казакумовский также был и кутбом своего времени, имеется в виду верховным наставником. Он оставил после себя и множество людей, которых воспитал и довел до духовного совершенства. Известны имена 8 его духовных преемников, среди которых наиболее известными являлись и шейх имам Шамиль, Мамад Дибир Рочи и другие. Да пребудет довольство Всевышнего Аллаха над ними всеми. Касательно творчества шейха Джамалдина Казакумовского, Куддиса Сиру, перу досточтимого шейха принадлежит несколько произведений на арабском и на лакском языках в различных отраслях наук. Отделом науки Муфтията Республики Дагестан были изданы 2 произведения шейха Джамалдина в переводе на русский язык. Одно из этих произведений посвящено большим грехам, тяжким грехам. И, иншаллах рахман, мы намерены в ближайшем будущем, если даст Всевышний Аллах, доработать это издание и переиздать. Сейчас наличия их нету, доработать и переиздать в ближайшем будущем, иншаллах рахман. И второе, наиболее значимое из его трудов, из его произведений, и наиболее известное среди них, это «Аль-Адаб аль-Мардия фи тарикати Накшабандия», которая в русском переводе вышла под названием «Этика, угодная Творцу». В ней собраны основные этические нормы накшбандийской ветви суфизма, которые необходимо соблюдать ее последователям. И шейх Джамалдин Казакумовский в этой книге, говоря о суфизме, как о науке, посредством которой рабы Всевышнего Аллаха добиваются искренности, ихсана, богослужения, поклонения Всевышнему Аллаху, досточтимый шейх Джамалдин отмечает следующее. Наилучшим деянием и почетнейшим состоянием является следование сунне пророка, алейхиссалату вассалям, во всех обстоятельствах. А полноценное следование возможно лишь посредством вступления один из путей, тарикатов истинного служения Господу, которые от пророка, алейхиссалату вассалям, через подвижников дошли до суфийских шейхов. А накшбандийский тарикат является самым возвышенным и достойным среди этих путей, отмечает шейх Джамалдин Казакумовский. Расскажу немного и о предыстории данной книги. Около 10 лет тому назад эта книга шейха Джамалдина Казакумовского вышла впервые в современном таком формате. Книга была подготовлена к изданию под группой ученых-богословов под чутким руководством муфтия Республики Дагестан шейха Ахмада Афанди Куддиса Сирру. После компьютерного набора текста книга была сопоставлена со многими нусхами, имеется в виду рукописными копиями данного трактата, и проведя после этого определенный богословско-текстологический анализ, книга вышла в свет в одной из арабских стран, в хорошем оформлении, с хорошим дизайном, и далее распространилась по Дагестану и в России. И после этого, через некоторое время, книга была доработана в сфере уже с новыми найденными копиями данного трактата, и всего в работе было использовано около 8 копий, 8 рукописных копий, переписанных в разное время разными учеными-богословами. И данный перевод «Этики, угодной Творцу» был осуществлен согласно этой доработанной версии книги с разрешения и рекомендацией досточтимого шейха Ахмада Афанди, муфтия нашей республики. Мы дополнили данную книгу шейха предисловием, добавили биографию шейха, разъяснили суфийские термины в скносках и дали необходимые комментарии, а также в конце книги приведено приложение об особенностях сильсиля, об особенностях цепи духовной преемственности накшбандийской ветви суфизма. Книга также прошла каноническую экспертизу
под руководством доктора шариатских наук Мухаммада Кахибского и других ученых-богословов, за что и им выражаем мы благодарность. Обратите внимание, дорогие братья и сестры, ведь не зря досточтимый шейх муфти Ахмад Афанди уделил внимание в первую очередь книгам, посвященным этикету, поведению мусульман. И из числа книг шейха Хасана Афанди, досточтимый шейх Ахмад Афанди, прежде всего подготовил к изданию две книги «Хуласатул Адаб» и «Тамбиу Саликин», которые также посвящены этическим нормам мусульманина. О чем же это говорит? Это, во-первых, свидетельствует о большом внимании, которое муфти Республики Дагестан уделяет оживлению религиозно-научного наследия наших ученых-богословов, в том числе и шейха Джамалдина Казакумовского, Куддиса сирру. Во-вторых, говорить о значимости в нашей жизни соблюдения нами этикета, приводимого досточтимым шейхом Джамалдином, Хасаном Афанди и другими учеными-богословами в своих ценных трудах. Да поможет нам Всевышний Аллах изучить такие труды шейхов и претворять в жизнь содержимое этих книг. И в дальнейшем, если будет угодно Всевышнему Аллаху, мы намерены посвятить отдельное исследование, детальное исследование жизни и деятельности досточтимого шейха Джамалдина Казакумовского. И с этой целью мы уже определенный материал собрали, среди которых есть и оригинальные документы. И да пребудет довольство Всевышнего Аллаха над шейхом Джамалдином Казакумовским, и да наделит нас в судный день благодатью его трудов и заступничеством в судный день, иншаллах рахман. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Баракаллах, Мухаммад Пахрадинович, вам, вашей команде, вы просто представьте себе, вот, кто имеет хоть какое-то отношение к науке и образованию, 8 рукописных копий сверили, чтобы создать воедино вот этот труд. 8 рукописных трудов. Ну, мне сложно представить, это гигантский труд, поэтому огромная благодарность, эти бурные аплодисменты вам, чтобы вы и дальше продолжали радовать нас наследием наших ученых-богословов. Друзья, я предлагаю посмотреть небольшой ролик о жизни и деятельности шейха. Пожалуйста. Турция, Стамбул, 1866 год. Национальные флаги приспущены, весь город в трауре. Изо всех сторон слышны напевы заупокойных молитв. Глашатаи со всех минаретов возвестили: сегодня под утро переселился к милости Всевышнего великий ученый всего мусульманского мира, потомок любимца Аллаха, пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам, шейх Саид Джамалуддин Аль-Хусейни Аль-Кибуди Аль-Газигумуки Аль-Дагестани. Джамалуддин Казакумовский был потомком пророка, известен в Дагестане ученым, суфием, наставником нашего бандитского тариката. Говорил более чем на 15 языках. Если сегодня спросить, кто такой Джамалуддин, все сразу вспомнили Кавказскую войну под предводительством имама Шамиля, чьим духовным наставником он был. Его дочь Захидат была женой имама, а сыновья Абдурахман и Абдурахим были женаты на дочерях имама. Сам Джамалуддин входил в совет имама Шамиля, без одобрения которого, то есть этого совета, имам Шамиль не принимал важных решений. Царский офицер Волконский писал в своем донесении: для разрешения важнейших дел по управлению страной Шамиль учредил в 1841 году Верховный Совет, состоящий из лиц, пользующихся его доверием, из заслуженных наибов и старших лиц духовного звания. Именно такой совет, состоящий из военачальников, доверенных людей и авторитетных ученых, давал возможность всесторонне изучить ту или иную проблему и дать ее верное решение. Надо отметить, что Джамалуддин был не только тестем имама Шамиля, его советником, а что немаловажно, еще его духовным наставником. Давая советы своему муриду, он руководствовался не своими желаниями, не своей прихотью, а именно все рассматривал через призму шариата и через в том или ином деле, какая польза есть для народа. И необходимо понимать, что это были непростые люди, которые руководствовались своими желаниями или же своей прихотью. Это были суфии, это были ученые, набожные люди, которые все рассматривали по требованиям шариата. Видимо, опасаясь именно этого, генерал Головин писал военному министру Чернышову: пока Шамиль жив, нам нельзя надеяться на добровольную покорность горцев.
можно утвердительно сказать, что мы не имели еще на Кавказе врага лютейшего и опаснейшего, как Шамиль. С течением времени власть его получила характер военно-духовный, тот самый, который в начале исламизации меч Мухаммада поколебал 3 части вселенной. На территории Дагестана Шамиль создал отдельную политическую структуру – имамат. И верховным органом власти в этой имамате был диван-хана, то есть главный совет имама Шамиля. В имамате был свой свод законов, то есть низам, знаменитый низам Шамиля. Он представлял собой свод законов на основе шариата, которыми мог руководствоваться любой горец. И по словам биографа имама Шамиля Руновского, Шамиль хороший администратор, умный и даже очень умный человек. Создание такого государственного строя было бы невозможным без помощи ученых людей. Ими являлись ближайшие наибы Шамиля, которые были не только отважными воинами, но и известными алимами своего времени. Известно, что таковыми в то время в Дагестане называли людей, обладавших знаниями не только в богословских, но и в светских дисциплинах, как принято сегодня говорить. То есть алим, человек-ученый, имел всесторонние знания. Известные наибы Шамиля, которые стали ему опорой в расширении и укреплении границ имамата, это такие наибы, как Ахбердил Мухаммад и Мухаммад Ганадинский, которые были хафизами. Абакар из Аргвани и Ташов Гаджи тоже оба были ученые и богословы. Идрис Хаджи из Индирея, Шуайб Мулла и Гази Мухаммад из Гуйми, который, в свою очередь, по степени познания дошел до уровня устаза. И это далеко не весь список наибов, которые были вместе с имамом, которые были большими учеными. Но с течением военных действий против царской России многие из них погибали. И к концу войны уже их осталось единицы. Что касается устаза Шамиля Джамалуддина, то он также разделил участь со своим учеником, вплоть до высылки его из родного края. Но надо отметить, что царские вассалы относились к горцам и ко всем членам их семей с большим уважением и возвеличивали их настолько, что в своем письме Шамилю Джамалуддин пишет: «Несмотря на то, что мы в отношении его царя были злодеями, с какими благодеяниями он относится к нам. Если он так относится к злодеятелям, то каковы же его поступки в отношении добродетелей?» Свидетельств уважительного отношения к Шамилю очень много, как от высокопоставленных лиц царского режима, так и от простых людей. И все мы знаем, что имам Шамиль долгое время жил в Калуге. И когда уезжал оттуда, все люди этого города пришли его провожать и пожимали ему руку. Сначала он прощался со всеми стоя. И пожимав руку каждому, он благодарил их. Но, как мы знаем, имам Шамиль в это время был пожилым человеком. И он от большого количества народу он устал и сел. И из уважения к нему, ему под руку положили подушку, и люди подходили здороваться с ним, то есть прощаться с ним, пожимая ему руку. Подумайте сами, кому из военачальников было оказано столько уважения, как имаму Шамилю? Ведь было немало боевых генералов, которые воевали против России и за Россию, чьи имена, которые до сих пор у всех на слуху. И никому не было оказано столько уважения. Сегодня, просматривая историческую хронику, во многих документах можно встретить описание военных действий, хитроумных поступков и подвигов, которые совершали горцы во времена Кавказской войны. Но, к сожалению, очень мало рассказано о самих людях, о их человеческих качествах, мировоззрении и отношении к тому, что происходило в те годы. А ведь именно это двигало ими. Порой горцев представляют дикарями, которые сопротивлялись наведению порядка. Да убережет Всевышний Аллах от такого мнения. Даст разума, чтобы мы по достоинству оценили то, за что боролись наши предки, и не лишит возможности говорить об этом. Аминь. Ну, наверное, такое уважение и почет со стороны царя и генералов, они были неспроста, они видели же на самом деле уровень и шейха Джамалуддина, и имама Шамиля. Вот мы буквально несколько недель назад были в Калуге, посещали дом, где жил имам Шамиль, и экскурсовед, который вот делал нам экскурсию, вот он рассказывал, Шамиль дружил, говорит, со многими генералами. К нему в гости приходили генералы. И когда их спрашивали, а чего вы ходите к нему, вы же с ним воевали? На что они отвечали, что Шамиль человек от Бога.
То есть, ну не христианин, но Божий человек. То есть на самом деле они в них это замечали, но невозможно было не заметить, что это были люди от Бога. И самое главное, то завещание, которое они нам оставили. Вы видели, что писал шейх Джамалудин относительно отношения царя к ним. Да? Обратите внимание, как поступает с теми, кто по-доброму относится. И мы помним завещание имама Шамиля жить в составе России. Мы понимаем сегодня, что как в составе России, так дагестанцам не было бы, наверное, ни с кем абсолютно. Это мы прекрасно понимаем и сегодня осознаем. Почему? Потому что те духовно-нравственные ценности, те традиционные ценности, важные, в том числе, которые прописаны здесь, защитницей этих ценностей сегодня выступает наша страна. Единственная в Европе. Но тут ваши аплодисменты должны были быть. Я понимаю, вы в шоке, поэтому вы, да, вот, ну, не забывайте, что надо встречать. Ну, а сейчас я бы хотел пригласить другого полномочного представителя, который имеет непосредственное отношение к организации вот этого сегодняшнего мероприятия, к приглашению всех нас с вами на это торжественное мероприятие. Это полномочный представитель Муфтиата Республики Дагестан в Центральном территориальном округе Майранов Мухаммад Апаневич. И ваши аплодисменты. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد طول خيرسة والسرول والسرول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله نشكره تيورا حقين السقينة وكون سجون تتيجو مجلس دلوس الله نشكره تيرا جو أرحل تعطيكو كون بوتوسا جو لكر الملت كننكو كونو كل كونو وكون بوتونو شعبي كونو تولشو دلنو تيلو الله نجاتيورا الله نجاتيورا جو مودان وكون سا قينسا مجلس تبتلي لقينو وبناه روبوسا مجلس تجو قبيكانو جوجو جولا عرجوغو تيورا اللهم آمين وقينو أهمسا مجلس قانيد الحقين السقين جوجا تا إنسان تركو نعودي سجمال قامول أنشيكو وبريغلاسيت أنشيكو جوسة جوا مجلس رين موت أخليت تيجو عروس مزرعي بكاني سرت أرمو مجلس نتيورا لكو مزرعي بكاني سر أما تكسا خالق بوكونو لكو مز بوچين سخالق بروجا لكر الملت لدعنو تيورا تنجا تورشا процент ويتو 8% بوكور چنگوتر لكو مزرعي بيبيشينگو أركين سر شالا مجلس لكو مزرعي بكان أركين سر تر تخت نتيورا جوجا جولا مراد وكون س مجلس رو دولي جولا مراد بقر تالچين لكو مز هزبان بقصر تالچين دين إسلام هزبان چه بروجو لكو مز هزبان أركين سر چرا بقى جو تامرتي بقر أما هيج وهيج جو أركيني جولا دين إسلام تاقدونو جولا إيمان قلقلي وتاقدونو هيجون بچين يالا مونيل كرو جولا تاريخ جو مونيل كرو مزجو كولتور هر تزا بچين سر هيجون مي أما دين إسلام قامر دتونو هيجون ت بچوا سلكو مز هيجون بولرچا تيجو هيجون قبانچين سر إي لكو مزجو قبانچين سر لكو مز موني توچين چورا چاو سبسر جو لك حقينو تونكول لي چاو ستونكول سا انسان يخلق بربوتون شيكو چاو سنن انا نتي سماقو ما بوچله بقار لكو مزري بورخا وكون سيش موني توچين چمر هيج وا هيج جولا تاريخ دوستر قينو اودان س تاريخ دوستر جولا شيخ جمال الدين غازي قومچل قديس سيرو جولا سيف الله قادي غازي محمد هويماتوس چاو شيخ العالم تلبيه تجو تكو دين إسلام ما قريتونه تلك ماس كيجون بولس إنسان بقى يجوا حقينه جل لكر الملة روداني بوسر مكون سخالق طول بيكري مقاطع لسه إشري تيجو قاكون سر تيجو هيجون جو قبضين سر جل لكر الملة بيوخنو ونيل تخميجو قبض لنسر زون چلبور حقينه وازالدنو وبول نستو شلازال باتين جوشا خانه بقر خلق زني بقر تيونو چيرچا هیچوا هیچ دین اسلام هیچون بیخونو چالچین کنی بیخونو هیچون نباقارو جوتینب. الحمدلله الله نشکرو. انا خویس پازیتیو نیست دینامیکا هیچون ندور. خانه دور بطلگو خانه بر وکولنا کیرا نجار الماق جوجابیه و بانکت نزال یوروپالو
Кунаса хойса мажлис, жула лакрал миллатрал мажлис. Чавса халк букунни. Чавса халк бур لك بقى كورشانغو جولا لكر الملترن كوماغ بن حادرنو بوچونو جويل چعوس كوماغ بن چيبر لكر الملترن واكيچ خاصنو چنا جولا مفتي شيخ احمد افندي قدس سيره جولا لكر الملترن كوماغ بن چيس انسان ونيل چعوس تنقا كل حقن سقنلي جولا چروغو اوچونو كوماغ بوللي امام تلهم بوللي مجلس رو كوماغ بوللي وكونس организовать гудан Ва Европа люса мажлис кусажуча. Почти хутурша азарла куруш логуни просто уква саза катиура. Эрцудулу саза почти 2 миллион логуни муза просто организовать дуан. Просто эрцул хаккире учирча. Халкулна алхаккуре переживания, стремление, ведь и акара. Ва мажлис гудан ченса мунел ченну логуни примерно мусума логуни ва мажлиши кува музей лакимбан ширул шикова мажлис дуан ширул укумса кумаг булле буржун жуча цохин аркини жуат си булле бур жула миллат хаз дуан ширул жула миллат рал дани дин ислам цак дуан ширул си булле сиру булле бур алхамдулилlah шику бук миннан кумаса барчаллат ира цинанак де акара шику бук минна кумаг ван чебур чалобацан чебур амма шала жула миллат хадурну бакар мунету учинна я уверен многие Даже лаксы, которые присутствуют здесь, не все, наверное, понимают лакский язык и не все понимают полностью, о чем здесь говорится. Я рассказываю, как сильно нас, лакскую нацию, лакский народ, лакских алимов, шейхов, лакскую историю сегодня любят представители других наций тоже. И в свое время, как нам говорил наш муфти и другие алимы, которые даже свои жизни отдали, сегодня их нет в живых, в свое время то, что сделали эти великие люди, представители лакской нации, представители лакских районов и сел, все, что они сделали в истории для нас, для Дагестана, мы до конца судного дня обязаны для лакского народа, говорят они сегодня. И вот так рядом с нами, бок о бок, иногда даже больше, чем мы переживая, иногда больше усердия, больше сил, больше старания, прилагая усердие, усилий для поддержки ислама, укрепления ислама в лакских народах, в лакском народе, в лакских районах, сегодня рядом с нами много наших братских народов находятся. И за это тоже хочу огромное баракалла сказать от лица всех лакцев тоже. И первую, основную проблему, в чем я вижу, когда я сам учился, я, алхамдулилля, являюсь выпускником Дагестанского исламского университета, меньше было учеников. Сегодня, алхамдулилля, тоже есть позитивная динамика в этом плане. Люди отправляют. Но я хочу сказать, как Всевышний Аллах в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, аш-шайтану яидукум аль-факра. Проклятый Иблис будет запугивать вас бедностью, говорит Всевышний Аллах. Сегодня многие мы, боясь этой бедности, боясь, что нашему ребенку кусок хлеба завтра не достанется, мы хотим самые престижные места их и учиться устроить, и работать устроить. Но я вам хочу сказать, дорогие братья и сестры, самое престижное, самое перспективное, самое успешное, преуспевающее, как на этом и на том свете нам гарантирующее успех, как в медресе нету ни одного учебного заведения. Я скажу только то, с чем я столкнулся. Алхамдулилля, и в плане образования, и в плане религиозного образования, и в плане светского образования. Благодаря исламскому медресе сегодня в Дагестане распространяется светское образование. В плане спорта, в плане всего, что может быть хорошего для человека, сегодня Дагестанский исламский университет от уровня вот, азов ислама до уровня доктора исламских наук сегодня, не выезжая из республики, готовы нам предоставить. И вместе с этим ни один муталим, здесь вот сидят на задних рядах муталимы, ни один муталим не то, что с голода не умирает. Алхамдулилля, самое главное то, что есть, хорошими людьми и сами становятся, и помогают нашим детям стать такими хорошими людьми. Когда у муфтия Дагестана один
высокопоставленный российский чиновник спросил, в Дагестане, говорит, и также религия распространена, мечети, везде имамы есть, медресе преподаватели есть. А зачем вам дальше, говорит, кадры выпускать? Зачем вам исламский вуз, который еще больше муталим выпускает? Нет же необходимости в этих кадрах, говорит. Везде же работа уже есть исламская. Муфти Дагестана говорит, у нас нет первой задачи побольше имамов или преподавателей медресе выпустить. У нас, говорит, задача, чтобы выпускники нашего вуза хорошими людьми становились. Если даже они завтра врачами станут, инженерами, архитекторами, чтобы в первую очередь они были добросовестными, порядочными, высоконравственными людьми. Вот основное преимущество, которое дает Дагестанский исламский университет. И когда мы говорим, что у нас такая великая история, великое достояние, наши уважаемые наши шейхи, алимы, чтобы мы за их путем последовали, я обращаюсь еще раз к многоуважаемому лакскому народу. Своих детей, своих племянников, племянниц отправляйте, не бойтесь бедности, не бойтесь, что они прокормят. Я никогда в жизни в богатой семье не жил, не рос. Сегодня тоже богатым человеком не являюсь, но клянусь Аллахом, ни один день Аллах в чем-то нуждаться мне не дал. Повода даже не дал в чем-то нуждаться. Баракатом ильму, баракатом медресе, баракатом наших алимов, путем которого мы стараемся сегодня следовать. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, по завершению хочу сказать, сегодня очень много людей готовы поддержать лакский народ, поддержать горы, поддержать наши районы, наши села. Но как Аллах в Коране говорит, бисмиллахи рахмани рахим, инна Аллаха ла югайру ма би каумин, хатта югайру ма би анфусихим. Аллах Всевышний не меняет положение людей, пока люди сами себя не изменят в лучшую сторону. Если мы хотим, чтобы среди лакского народа, как в былые времена, все было примерным и показательным, самым лучшим, на передовой, нам необходимо для этого самим тоже какой-то вклад сделать. Вот следующее мероприятие, вот официально вам заявляю, вы уже являетесь частью оргкомитета. И прошу Всевышнего Аллаха, как сегодня Всевышний Аллах собрал нас в этом зале, чтобы также всех собрал нас, нашими родными и близкими, и в судный день Джаннатуль Фирдаус на самой вершине рая, вокруг нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Ну а сейчас ролик о выдающихся лакцах. Внимание на экран. На пестром ковре народов мира Дагестан всегда смотрелся особняком, потому что трудно найти еще такую точку на карте планеты, где бы на столь малой территории был сосредоточен максимум исторического, культурного и этнического достояния, союз братских народов, объединенных одной историей, менталитетом и верой. В многоцвете дагестанской палитры ярким неповторимым штрихом вписан в историю горного края лакский народ, живущий в сердце горного Дагестана. Народ-труженик и народ-созидатель, давший малой родине, горному Дагестану и большой стране, необъятной России, великое множество славных сынов и дочерей. Лакцы славятся как отважные воины, прекрасные земледельцы и ремесленники, ювелиры, гончары, канатоходцы. Где бы они ни прилагали свои усилия, везде добиваются выдающихся успехов. Государственность лакцев на территории современного Дагестана имеет давние корни. Казикумухское шамхальство является древнейшим государственным образованием страны гор, и на протяжении многих столетий оно было одним из самых могущественных, играя ключевую роль в историческом процессе. Не случайно в его столице Газикумухе была построена в 778 году вторая по древности в России мечеть. Именно Лакия стала первым форпостом ислама в Дагестане и воротами, через которые новая религия распространялась на евразийском пространстве, территории современной России. Кстати, в XV веке в Кумухе жил, проповедовал ислам и умер известнейший ученый арабо-мусульманского мира Ахмадуль-Ямани, крупный религиозный деятель, мударис, переписчик рукописей и распространитель религии. В исламском мире известен и шейх Зайнуддин аль-Хадж Али аль-Кабир, сын Мухаммада аль-Казикумухи от Дагестане. Он был выдающимся ученым, современником шейха Ибн Хаджара аль-Хайтами и написал книги по акиде, фикху и тарикату, известные в Дагестане как Мухтасар.
Муртазали хан, правитель Казикумуха, сын Сурхай хана I, был одним из командующих объединенными силами горцев в войне с Персией, когда армия дагестанцев нанесла генеральное поражение грозному иранскому шаху Надиру в Турчидакской битве в 1741 году. Лакцы сыграли в этой исторической победе далеко не последнюю роль. Нет такой сферы жизни или области знаний, где бы представители лакского народа не оставили яркий след. Золотыми буквами вписаны в историю Дагестана десятки и сотни славных имен. Шейх Джамалуддин Казикумухский был крупным исламским ученым, вдохновителем и соратником прославленного имама Шамиля. Шейх Сайфулла Кадибашларов, религиозный ученый и писатель, внес огромный вклад в духовное просвещение и развитие ислама в Дагестане. Основоположником современной дагестанской литературы и писательской организации республики стал Эфенди Капиев, талантливый поэт и переводчик, впервые открывший русскому читателю дагестанскую поэзию на языке Пушкина. У истоков государственности новой Дагестанской республики, автономии в составе Советской России, был поэт и этнограф, революционер Саид Габиев, вошедший в первое правительство региона. Долгие годы судьей Конституционного суда Российской Федерации был лакец, государственный деятель и ученый-правовед Гадис Гаджиев. Первым среди лакцев народным поэтом республики стал Абдуталиб Гафуров, чей мудрый образ стал центральным персонажем прославленной книги «Мой Дагестан». За 90 лет истории Союза писателей Дагестана 10 лакцев были удостоены высокого звания народного поэта и писателя. Среди них Юсуп Хаппалаев, Мирза Давыдов, Сибирбак Касумов, Салимат Курбанова, Сугури Увайсов, Хизри Ильясов, Касмина Исрапилова, Руслан Башаев, Патимат Армазанова, Нурадин Юсупов, Мирза Магомедов, Цихил Камалов, Казбек Мазаев и многие другие. Большой вклад в развитие литературы внесли Абакар Мудунов, Магомед Загид Аминов. Прославили республику и знаменитые лакские композиторы Мурат Кажлаев и Шервани Чулаев, автор масштабных произведений, опер и балетов. Не случайно именно их мелодии впоследствии были выбраны в качестве гимнов республики. Большой вклад в изобразительное искусство страны гор внесли художники Хайруллах Курбанов и Альберт Хаджаев, ставшие при жизни классиками жанра. На различных этапах истории успешно проявили себя в разных областях науки археолог Рауф Мунчаев, физик Амир Амаев, медик Наби Цахаев, языковед Нурислам Джидалаев, историки Владилен Гаджиев и Мухаммад Дандамаев, литературовед Сулейман Ахмедов, геолог Ирагей Курбанов, ракетостроитель Арсен Гусейнов, философ Курди Закуев, богослов Али Каяев и многие другие. И сегодня в плеяде выдающихся современников гордо стоит имя Асият Буттаевой, доктора философских наук. Асият Магомедовна продолжает традицию просвещения и служения обществу, являясь достойной наследницей великих лакских мыслителей. В дни Великой Отечественной войны и в первый год после нее Совнарком Союза СССР четырежды присудил Лакскому району переходящее красное знамя, трижды знамя Государственного комитета обороны и один раз знамя Совнаркома СССР за развитие животноводства и выполнение обязательств по государственным поставкам животноводческих продуктов. Оба знамени оставлены в Лакском районе на вечное хранение. 27 декабря 1942 года председатель Совета народных комиссаров и председатель Государственного комитета обороны СССР, верховный главнокомандующий Иосиф Сталин, направил в адрес руководства Лакского района благодарственное письмо, в котором говорилось: «Передайте колхозникам и колхозницам Лакского района, собравшим на строительство танковой колонны 1 150 000 рублей, мой братский привет и благодарность Красной армии». Колхозники и колхозницы села Кумух, обсудив приветственную телеграмму товарища Сталина и заслушав сообщение Советского информбюро о наступлении наших войск на подступах к Сталинграду, проявили новое, невиданное патриотическое чувство к родине, Красной армии и дополнительно к ранее собранным 1 150 000 рублям в фонд строительства танковой колонны «Шамиль» вновь отчислили 1 150 000 рублей в фонд строительства авиазвена истребителей «Лакский колхозник». Единственным дагестанцем, дважды удостоенным звания Героя Советского Союза, стал прославленный летчик Амедхан Султан, совершивший более 600 боевых вылетов. Высокого звания героя были удостоены также лакцы Якуб Сулейманов, Гаджи Буганов, Ризван Сулейманов и Цахай Макаев. Гасан Камалов во время войны был удостоен золотой медали Героя Италии. Гусейн Кущаев стал Героем Франции. Сунгур Акаев — кавалером Высшего ордена Польши. Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Муса Манаров стал первым дагестанцем, покорившим космические высоты, установив мировой рекорд пребывания в космосе.
В переломное время, когда разрушилась большая страна и только строилась новая Россия, лакцы достойно проявили себя на рубеже новой эпохи. Амучи Амутинов стоял у истоков новой дагестанской государственности в составе современной России, став первым среди лакцев членом Государственного совета Республики Дагестан. Позже был зампредом правительства и возглавлял пенсионный фонд. Большой вклад в государственное строительство и социально-экономическое развитие республики внес Сержутин Ильясов, будучи мэром Махачкалы, членом Госсовета Республики и главой Нацбанка Дагестана. Кровью вписан в летопись героизма славный подвиг героев России Халида Муратшева и Мутея Исаева, оборонявших высоту телевышки в Навалаке во время вторжения полчищ международных банд формирований в 1999 году. Вошел в историю и подвиг навалакских милиционеров, которые во главе с Муслимом Дахаевым героически обороняли отдел милиции райцентра и мужественно дали отпор превосходящим силам противника. Больших успехов достигли лакцы и в спорте. Ширвани Мурадов стал единственным среди лакцев чемпионом Олимпийских игр, а Ислам Махачев стал чемпионом сразу в 2 весовых категориях. Много среди лакцев видных журналистов и политиков. Возглавлял дагестанское телевидение Салам Хавчаев, внесший большой вклад в его развитие. Долгие годы главным редактором газеты «Дагестанская правда» был Раджаб Идрисов. Известный исламский журналист Абдулла Алишаев, ставший голосом духовного просвещения в самое сложное для республики время, погиб от рук экстремистов. Но его фильм «Обыкновенный ваххабизм» стал событием в телепублицистике и, по сути, классикой дагестанской журналистики. Депутатами Госдумы России в разные годы избирались Надир Хачилаев, Муса Манаров, Мурат Кажлаев, Ризван Курбанов, Абдулмаджид Маграмов. Министрами в правительстве Дагестана были Айгун Магомедов, Рапи Абакаров, Марат Ильясов. Заместителями председателя парламента работали Абакар Алиев и Арсен Камаев, Артур Исрапилов, а ныне Камил Давдиев. Амучи Амутинов и Ризван Курбанов были также вице-премьерами правительства Дагестана, а Марис Ильясов – председателем городского собрания депутатов Махачкалы. Действующими министрами в правительстве Дагестана являются Абдурашид Магомедов, Шамиль Рамазанов, Гаджи Султанов, Камил Саидов, Зарима Бутаева. Мужественно проявили себя представители лакского народа и на фронтах специальной военной операции. Участвовал в СВО и действующий полпред муфтията Республики Дагестан в Центральном территориальном округе Мухаммад Майранов, награжденный медалью имени Ахметана Султана за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Первым героем России среди воинов СВО стал лакец Нурмагомед Гаджимагомедов. Глава нашего государства и верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин, отзываясь о подвиге Нурмагомеда, сказал так. Мною подписан и указ о присвоении старшему лейтенанту Нурмагомеду Энгельсовичу Гаджимагомедову звания Героя России. К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело, с неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают. Я русский человек. И, как говорится, у меня в роду кругом Ивана де Мария. Но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать, я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин. Всех из более чем 300 национальных групп, этнических групп России просто невозможно перечислить. Думаю, вы меня понимаете. Но я горжусь тем, что я часть этого мира, часть могучего, сильного, многонационального народа России. Нельзя не сказать и о том, что в этом году высокое звание Героя Российской Федерации присвоено также лакцам Рамзану Кантулаеву и Сухрабу Ахмедову. Доктор философских наук, профессор Дагестанского гуманитарного института, яркий представитель лакского народа Бутаева Асиат Магомедовна под ваши бурные аплодисменты выходит на эту сцену. Всех приветствую, кто сидит в этом зале и кто пришел уважить лакский народ и знаменитого лакского богослова, дагестанского богослова Джамалуддина Казыкумовского.
Да, вы знаете, сказали очень много хороших слов про Джамалуддина, про тех, кто эту книгу перевел с арабского на русский язык. Вот Мухаммад сидит тут. К тебе вопросы у меня потом будут. Мухаммад, не уходи. Вот. Эта книга была на арабском языке очень давно представлена на суд людской, продавалась в Рисалате, я ходила, смотрела. И, естественно, я арабский не знаю, я не купила. Сейчас с удовольствием книгу взяла и буду, как говорится, анализировать то, что в этой книге есть. Вы знаете, про Джамалуддина Казикумовского очень многие написали. Марьям Ибрагимова написал наш незабвенный Сулейман Ахмедов, мой коллега. А вот его притчи, его суфийская дорога, вот, про эти вещи, конечно, перевода не было, и никто так толком и не говорил. У Сулеймана несколько притч есть Джамалуддина Казикумовского, а вот в этой книге я заметила эти притчи. Это великолепные вещи, которые имеют очень глубокую духовную подоплеку. И она, наверное, не всем будет понятна, эта притча, и кажется сверху, это просто, это простота. Нет, это глубина. Это очень большая глубина, которую надо раскрывать. Ну, хорошо, раз 5 минут дали, я хочу 2 слова сказать о виновниках вот таких удивительно красивых торжеств, маджлисов, посвященных презентации книги. Недавно была презентация книги Аль-Бути, посвященной женщине, и сегодня эта книга Джамалуддина Казикумовского. Это, вы знаете, это прогресс духовной жизни дагестанского народа. Когда мы презентуем книги известных богословов, книги известных теологов, это прогресс. Мы, люди, которые жили в Советском Союзе, мы не знали, кто такой Башларов, мы не знали, кто такой Джамалуддин Казикумовский, Шамиль. Мы и такие вещи не знали. Мы знали Ленина, Маркса, мы знали там кого-то еще. Но своих духовников, которые организовывали духовную жизнь дагестанских людей, горцев, мы не знали. Сегодня мы их знаем. И знаете, благодаря кому и чему? Благодаря муфтияту. Не было раньше муфтията, не было Джамалуддина. Не было раньше муфтията, не было Сайфулла Кади Башларова, Шамиля и других людей. Это мы сегодня имеем благодаря муфтияту. Да, не будем громко и говорить нудно о том, через какие перипетии приходится перешагивать работникам муфтията во главе с Кудиявом. Не будем об этом говорить, потому что есть еще более важные вещи, на которых мы зацикливаем свое внимание. Это та работа, которая делается в муфтияте, муфтием с опорой на столпы блестящей плеяды докторов исламских наук, которые сегодня проявились в духовной сфере. Это блестящее во главе, там, допустим, могу привести пример, это наш Мухаммад Кахибский, это наш Мухаммад Майранов, которому я пророчу защиту докторской диссертации по исламским наукам. Вот. Это и другие ряд таких талантливых наших духовников, которые вышли на арену, на духовную арену. Итак, дорогие друзья, еще один момент. Очень долго, вот с тех пор, как работаю в Дагестанском гуманитарном институте, я говорю об открытии аспирантуры по теологии. Да, такой аспирантуры в вузах Дагестана, не только в вузах Дагестана, но и в исламских республиках, Татарстан, там, Казахстан и так далее, нет.
сегодня, благодаря муфтию, благодаря его советнику Айне Гамзатовне, аспирантура в Дагестанском гуманитарном институте по теологии работает. И мы приняли первых 7 студентов-аспирантов в этот вуз. Вы представляете, открыть аспирантуру по теологии, оформить паспорт теологии, ваковский паспорт теологии, это очень нелегко, это у нас получилось. Я благодарю официально, я не льщу никому. Я благодарю Айну Гамзатовну, которая положила, как говорится, все свои усилия на это дело. Я благодарю муфтия нашего, который одобрил вот эту работу в улучшении образования наших духовников. Вы знаете, из всех республик Северного Кавказа Дагестан самая большая республика. И, естественно, духовное наследие дагестанских народов – это непередаваемое, это неоднозначное явление в жизни всех республик Северного Кавказа. Еще я хочу сказать, что муфтият – это не однонаправленное, не одновекторное движение в образовании. Муфтият – это синергия многих направлений в образовании, в науке, в решении каких-то бытовых вопросов, социальных вопросов. Там работает дружная, хорошая команда. Но среди этой команды я выделяю команда отдела науки и образования. Вот вы все знаете, что есть наука, есть образование, есть духовность, есть возрождение духовности, есть возрождение наследия исторического. И я благодарна всем нашим духовникам. Вот Мурадулла, мой любимец, историк, который ездит по всему Дагестану, собирает наследие. Вот таким духовникам я благодарна, которые возрождают нашу науку, духовную науку, наших известных всему миру просветителей и миротворцев. Мы должны это все сохранить и передать нашим детям. На этом все. Где мой племянник? Мать нашего первого героя, участника специальной военной операции, Сапижат Исаевна Мазаева. Она является не просто матерью героя, она является заслуженным учителем Республики Дагестан, директором средней общеобразовательной школы номер 54. И, как я понял из открытых источников, преподает дисциплину «Основу духовно-нравственной культуры народов России». Сапижат Исаевна, вам есть что сказать. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Для меня большая честь сегодня выступать на этом мероприятии. Также она стала такой неожиданностью. В первую очередь я хочу поблагодарить всех организаторов этого мероприятия. Низкий поклон и благодарность тем, кто перевел эту книгу. Это, конечно, как Мария Сираждинович сказал, наверное, каждого человека должна быть настольной книгой. Мы, мусульмане, дагестанцы, всегда гордимся своими корнями. То, и чего делаю я, как и посредственно все мы здесь находящиеся. Наверное, особенно лакцы, мы не должны забывать, что мы потомки таких великих людей, как Джамалудин Казикумухский, и брать все те качества, ум, знания, мудрость, которым преобладал наш шейх Джамалудин Казикумухский, каждому, что впитали в себя с помощью этой книги и пользовались ею, и были одним из таких примеров и образцом. Также очень приятно, что поддерживают, как и подчеркнули ранее выступающие до меня, что муфтий наш Ахмад Хаджи, как и его советник Айна Захирбековна, поддерживают и продвигают. Я думаю, мы это ценим, лакцы,
и понимаем, в какой вклад внесли наши потомки, как в развитие духовно-нравственных качеств в Лакии, так и в Дагестане. Поэтому мы не отделяем, мы лакцы, мы там аварцы, даргинцы. Я думаю, мы один великий народ, дагестанцы, мужественный, мудрый, сильный народ. И в то же время пусть каждый укрепляет свой иман, ислам, мира и бараката нам всем. Спасибо. Спасибо большое, Сабижат Исаевна. На самом деле, книга должна стать настольной. И, дорогие друзья, я бы хотел напомнить, когда вы будете после презентации выходить, свой экземпляр вы можете забрать сразу, выйдя налево. Значит, там на столе будут размещены книги. Возьмите обязательно экземпляр и почитайте, используйте ее как настольную книгу. Ну и тем, кто кофе, чай не успел попить, тоже сказали, что это, значит, кухня работать будет. Поэтому можно и к кофе-брейку присоединиться. Друзья, у нас осталось одно выступление. Я признаюсь честно, ну, наверное, как и любой сидящий здесь в зале, который особо не изучал религию, вот как вот ребята в Исламском университете, о шейхе Джамалудине знал мало, вот честно знал мало. Но вот эта книга, и авторам я благодарен, потому что, прочитав 30 страниц этой книги, пока мероприятие не началось, он настолько близким человеком стал. Просто 30 страниц прочитал первый, да, поэтому отдельная благодарность. Мы знали больше про шейха Сайфулла Кади Башларова и восхищались им. Человек, который знал 17 языков, был врачом, трактаты писал на немецком языке. Ну, это невозможно. Я лингвист по первому образованию. Для меня это было просто что-то невероятное. Поэтому мы любили и уважали всегда Сайфулла Кади Башларова. И его честь названа одна из мечетей, она находится, ну, у нас, как говорят, на вокзале, да, вот, где железнодорожный вокзал. Имама этой мечети я бы хотел попросить выступить на этой сцене. Это Мухаммад Хаджи Саламов. Под ваши бурные аплодисменты. Да, но так же, как и предыдущим, я докладчикам вынужден про регламент напомнить, не более 5 минут, Мухаммад Хаджи. Я иногда злой модератор. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва саллаллаху аля сайидина Мухаммадин. Ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Хайрат джамаат, уважаемые братья и сестры. Здесь достаточно было уже сказано. Я даже не знаю, что тут добавить. Но я думаю, какая-то польза будет. Почему? Потому что я хочу сказать об этом содержании этой книги. И мне посчастливилось где-то в 1994 году прочитать эту книгу. То есть не этот вариант перевода, а сокращенный вид перевода этой книги. Она напечатана, если вы кто-то сталкивался с такими книгами, «Кавказцы и горцы», есть трехтомники, они были изданы еще до революции с такой царской печатью. И в 90-х годах они были переизданы. Читая эту книгу, вот, я почему подчеркиваю, мне посчастливилось, потому что она стала как бы вот путеводной звездой, что ли сказать, вот так правильно будет, наверное, сказать. И когда я его читал, у меня, вот вы будете читать тоже, обратите внимание, как Мухаммад говорит, я уже полюбил эту книгу, полюбил этого шейха, это не, вот эта любовь к этой книге, любовь к этому шейху у меня вот это в 94-х годах еще заложилась. И она меня выручила от самого, значит, большого заблуждения, скажем, оказаться на стороне тех, кто разговаривает против суфиев, разговаривает против шейхов. Вот здесь я вам хочу вот процитировать, вот, это уже в концовке. Почему? Чтобы у вас интерес тоже был читать. Вот эта вот цитата, она с 94 года по сегодняшний день, она у меня в сердце, можно сказать. Шейх Джамалудин Одиссирур говорит, мюрид должен следить за своим временем. Провел он его в худуре или в забвении. Худур означает, провел ли он это время по поминанию Всевышнего Аллаха. Если окажется, что он провел его в беспечности, то есть забыв Аллаха, то он отведет забвение от себя посредством покаяния и обращения ко Всевышнему Аллаху и будет тверд в этом поминании Всевышнего Аллаха. Я думаю, что за внимание такое уделено, поминать Аллаха, поминать. Что там такого сложного? Вот, что я хочу сказать. Что там такого сложного, я думаю. И я брал, вот же Аллах, я вспоминаю Аллаха, Аллах, вот, ну, результат хочу же я получить тоже.
2 минуты не проходят, я уже ловлю себя на мысли, что я уже забыл, я уже о чем-то другом думаю. Это один момент был. Второй очень важный момент, вы знаете, вот 94-е годы, 5-е, 6-е, 7-е годы, не было мечети, построились мечети, не было проповедников, появились проповедники, появились, которые красиво говорят, и мы, еще ничего не знающие об исламе, только-только начали видеть вот эти вот открывающиеся мечети, мы не могли разбирать, кто и что. И я попал в круг тех людей, которые красиво говорили, но почему-то охаивали суфиев. Все время это суфисты. Такое охаивание было, ну, много чего на них против говорили. А я про себя думаю, слушайте, я читал книгу Суфия, шейха Джамалутдина, именно он подчеркивает суфи и так далее. Он там постоянно, он говорит, забыв Аллаха, покайся. Аллаха забыв, покайся, говорит. Покайся и начинай поминать Аллаха. Не говоря о грехах, грехах и так понятно. Просто Аллаха забыв, покайся и начинай поминать Аллаха. Как можно против этих людей что-то говорить? Вот эта вот пропаганда, которая вот среди лаксов, она была очень сильно шла, она у меня в сердце не вошла благодаря вот этой книге, благодаря высказыванию шейха Джамалутдина Казикумусского. Альхамдулилля. Поэтому я про эту книгу, которую я там говорил, это был сокращенный перевод, еще царские времена, сокращенный вид этой книги, она была сокращена своим же сыном шейха Джамалутдина Абдурахманом, и потом переведена там на русский язык. Вот. И поэтому, уважаемые братья и сестры, то, что я получил пользу от этой вот сокращенном виде и еще с таким древнерусским переводом, вы, иншаллах, получите то же самое, что тогда мы получили. И хочется еще сказать, чему учат суфи, чему учат шейхи. Это поминание Всевышнего Аллаха. Поминание Всевышнего Аллаха – это повеление Всевышнего Аллаха самого. Всевышний Аллах в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран касира». О, те, которые уверовали, поминайте Всевышнего Аллаха многократно. Края нету, многократно поминайте Всевышнего Аллаха. Фазкуруни азкурукум. Вы поминайте Аллаха, говорит Всевышний Аллах, я буду вас поминать. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит в хадисе, из сборника хадисов имама Бухари: «Масалу лади яскуру раббаху валлади ла яскуру кал масалу хайи валь майти». Пример того человека, который поминает Аллаха, и пример того, который не поминает Аллаха, это пример, говорит, живого и мертвого человека. Вот этому поминанию Аллаха и обучают нас суфи. И еще они нас обучают чему? Тому, чтобы мы вот избавлялись от этих качеств, нехороших качеств. Вот шейх Джамалутдин Казикумов, он здесь приводит как раз, какие качества есть, порицаемые качества в человеке, с которым надо бороться, и подчеркивается, человек сам с этими качествами, плохими качествами избавиться очень тяжело будет. Для этого ему и нужен наставник. Для этого ему и нужен, чтобы человек, который будет его направлять, исправлять. Вот такие нехорошие качества какие-то, это злоба, это зависть, это гнев, это самодовольство, это высокомерие, гордость, это скупость, жадность, это алчность, бездеятельность, трусливость, любовь к мирскому. Как с этим бороться? Каждый знает это порицаемое качество. Как с этим бороться? Как будем пытаться, не получится. Вот они, врачи вот этих болезней, наши шейхи. Вот. И поэтому он говорит, что, шейх Джамалутдин говорит, что шейхи, вот я цитирую, не хочу своим словам сказать, цитировать хочу, шейхи оказались не в состоянии в своих поисках найти для мюрида исцеление, доводящее его до познания Всевышнего Аллаха, более величественное и быстрое, чем постоянство мюрида в поминании Всевышнего Аллаха. Вот поминанием этого зикра, поминанием Всевышнего Аллаха, вот эти вот качества, они уходят. Но кто-то, если скажет, что я же и сам могу поминать, это тоже не получится. Это тоже испытано, проверено. И поэтому шейх Джамалутдин Куддис-Рух говорит, однако, говорит, необходимо, чтобы этот зикр проводился по внушению и обучению от шейха, достигшего духовного совершенства, который познал пользу тайн поминания только к шейху, говорит. Понимаете? Альхамдулилля, то, что были у нас такие шейхи, были у нас такие предки, это наше наследие от предков, которое осталось. Проблема сегодняшнего дня не в том, что, например, у нас нету чему научиться наших предков, у нас нету, значит, своего языка. Язык есть,
история есть. Проблема в том, что нет желания учить этот язык, нет желания изучить это наследие, которое нам оставлено. Поэтому вот благодаря вот таким, значит, презентациям, таким книгам, которые нам, для нас, за лакцев, грубо говоря, скажу, да, сделал наш муфтият во главе с нашим уважаемым шейхом Ахмад Хаджи Афанди, мы им благодарны. От всего лакского народа могу сказать твердо, благодарны шейху Ахмад Хаджи Афанди, благодарны Мухаммад Хаджи, который здесь сидит, который это, вот мы сегодня возьмем за пару часов, можем его прочитать, труд, который составлялся несколько лет. Понимаете? Баракаллаху. И в конце хочу так сказать. Вот, неужели наследие шейха Джамалдина Казикумухского осталось только в книге? А где же его вот эта духовная часть, которая вот это воспитание и так далее? К нему она откуда пришла? Она пришла, как здесь Мухаммад Хаджи рассказывал, от предыдущих шейхов. И после него тоже она перешла через его учеников. И таким образом она дошла по цепочке до нашего муфтия шейха Ахмад Хаджи Афанди. То, что он муфти, это не значит, что он шейхом стал. Саид Афанди, мы помним, он был шейхом, но он не был муфтием. Это совпадение получилось. Это еще более, значит, нам, можно сказать, повезло в том, что и шейх, и муфти нашей республики в одном лице. Альхамдулилля. Как в те времена имам Шамиль, Гази Мухаммад, имамы, ученые, они еще и такие воины, услышав, что есть такой человек, шейх Джамалдин Казикумухский, Кумухи, они пошли к нему. Они пришли к нему как ученики, приняли от него тарикат, стали под опеку его воспитания. Они же не смотрели, он лакис, он Мухаммад Араси Кудисру, который был, он лезгин, не смотрели, они смотрели на их уровень, на их состояние, кем они являлись. Поэтому сегодня, я почему подчеркиваю, сегодня такое время, нам, лаксам, тоже не надо смотреть. Шейх, если есть, он лакис или он аварец. Надо смотреть достоверность его цепочки, достоверность его, значит, знаний, то, что есть как раз таки в лице нашего муфтия. Альхамдулилля, нам не надо гордиться, он аварец, мы не пойдем. Он аварец, он наследник, он продолжатель той духовной работы, которую проводили эти шейхи. Баракаллах вам всем, дай Аллах нам следовать этому пути, не оставлять этот путь суфиев. Сколько раз муфтий говорит, что мы не следуем тому тарикату, который против шариата. Тарикат, он служитель шариата, он обслуживает шариат. Мы следуем тому тарикату, который соответствует шариату. Дай нам Аллах в этом тафик, баракаллах. Баракаллах, Мухаммад Хаджи. На самом деле очень интересная вещь, ключевая фраза «желание». Желание – это конкретные действия. Почему? Потому что вот если кого-нибудь в зале спросить, уважаешь шейха Джамалдина? Да, люблю, уважаю. Книгу будешь читать? Буду. Домой придет, поставит на полку и ушел в свои дела. Любит, уважает, но читать времени нету. Любовь, друзья мои, проявляется в конкретных действиях. Например, самый распространенный, бойцов сегодня UFC вспоминали. Ну, на себе говорю, да, чтобы не подумали, пример кого-то привожу. Я, например, если бой нравится, я либо не сплю ночью, либо будильник ставлю, чтобы обязательно проснуться. То есть моя любовь к боям, она сопровождается конкретными действиями. Либо я не сплю, либо я ставлю будильник и просыпаюсь в неудобное время, необычное для меня, чтобы посмотреть этот бой. Вот это любовь и конкретные действия. Так недостаточно говорить, я люблю шейхов, уважаю, там наше достояние, вперед в акции. Нет, надо читать. Пока человек читать не будет, он пользу не получит. Ну а теперь мы же все благодарны авторскому коллективу, согласны? Да. И я бы для вот эту благодарность хочет выразить и полпред от муфтията Мухаммад Хаджи Майранов, приглашаю на сцену. Он от имени муфтията хотел бы выразить благодарность авторскому коллективу в лице руководителя отдела науки муфтията Республики Дагестан Гаджи Магомеда Пахрудиновича. Магомед Пахрудинович, приглашаем вас на эту сцену. Под ваши бурные аплодисменты. Вот этот памятный подарок – это небольшое внимание. Так, а кто фотографирует? Сиражудин Ильясов. Будучи мэром, как мне сказал Мухаммад Хаджи, вот именно он выделил участок, вот территорию современную, где Джума мечеть, где находится, расположена, выделил отец Мариса Ильясова. И вот Марису Ильясову тоже хотели бы выразить благодарность. Мухаммад Хаджи, пожалуйста. Марису Сиражудиновичу приветствуем. Да, и чуть-чуть туда для фотографии.
Спасибо. Да. Я еще хочу добавить, что первая лопата бетона в этой мечети, это лопата моего отца, и под фундаментом этой мечети есть капсула будущим поколениям. В эту капсулу он поставил своей рукой написанную рукопись послания будущим поколениям. Спасибо. Здоровья вашей семье. Друзья, я хотел бы напомнить, даже я подписался, хоть я не лакец, да? Я напоминаю, это QR-код для мужчин и для тех, кто желает обучить лакскому языку. Лакскому языку это проект Муфтият сделал, опять-таки, да, хотя Муфтият и лакский язык, да. Ну вот, пожалуйста, обучайте детей лакскому языку, там профессионал, лингвист обучает. Мы смотрели, очень интересно это делает. А это для женщин группа, поэтому, пожалуйста, отсканируем и проходим. Договорились? Ну, на этом мы будем подводить итоги. Я считаю, что хорошо состоялась презентация, историческое событие произошло, мы презентовали книгу «Этика, угодная Творцу». Задача каждого человека, кто пришел сегодня сюда, эту книгу почитать, либо передать, либо рекомендовать, а лучше купить и другу еще подарить, если вы на самом деле, да, остались под впечатлением, я уверен, что вы останетесь под впечатлением, поэтому, друзья мои, давайте пользоваться этим духовным наследием, и тогда у нас вырастет здоровое поколение, которым ни экстремизм, ни терроризм, ни нацизм, ни наркотики, ничего интересного не будет. Давайте делать правильную прививку сами, чтобы потом не приходилось разгребать ненужные проблемы. Ну, а завершить мероприятие предлагаю коллективной мольбой, наверное, да, Мухаммад Хаджи. Кто будет делать? يا أرحم الراحمين أمتنا على دين الإسلام الحمد لله رب العالمين اللهم صل على